В Якутске впервые стартовал форум городских сообществ «Городская культура». Форум проводится в рамках 5-й международной биеннале современного искусства BY-18 и организован окружной администрацией Якутска совместно с Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. В первый день на площади Орджоникидзе прошли открытые лекции, мастер-классы и выставки. Главная задача форума – объединить сообщества, которые действуют разрозненно, но по сути хотят одного и того же, чтобы город Якутск стал благоприятной средой для жителей, где им комфортно жить, отдыхать и развиваться. Город Якутск должен вдохновлять своих жителей, в частности молодежь, на то, чтобы раскрыть и реализовать здесь свой потенциал. Речь идет о том, что при развитии городов самый главный фактор – это, конечно, вовлечение самих горожан. То, какой наш город, как он развивается, как он растет, во многом зависит именно от нас, от самих жителей. Поэтому форум городских сообществ касается вовлечения активных горожан, потому что много различных сообществ, сообщества там художников, сообщества строителей, сообщества, не знаю, там, возможно, простых жителей, которые, допустим, объединяются во дворах, какие-то сообщества появляются. Сейчас очень интересное движение, например, старостат есть, когда старосты там жилых домов объединяются в какие-то группы и начинают, продумывать, как же все-таки сделать свою жизнь более комфортной, более интересной, более насыщенной и каким образом влиять на развитие города. Вот. Поэтому этот форум направлен как раз на активизацию таких городских сообществ. Вот мы со своей стороны, со стороны управления архитектурой и градостроительной политики, будем вести 4 блока. 4 блока – это развитие общественных пространств, развитие дворовых территорий, вопрос озеленения города. И 4-й вопрос, который мы будем обсуждать завтра на дискуссии, это влияние наружной рекламы на архитектурный облик города. Сотрудники Национального художественного музея Республики Саха-Якутия провели мастер-классы для всех желающих. Научили азам карвинга, научив детей и взрослых вырезать фигурки из мыла. Тут же прошел мастер-класс по рисованию «Мой любимый город». Большую аудиторию на площади Орджоникидзе собрали выставки работ художников-графиков. Репродукции якутских классиков из собрания Национального художественного музея можно было посмотреть в дополнительной реальности с помощью мобильного приложения «Якутия Арт-музей». А на выставке проектов благоустройства общественных пространств и дворовых территорий посетители увидели, как может преобразиться город Якутск в ближайшие годы. На выставке «Геометрия графики» и собрания Национального художественного музея представлены произведения якутских художников Михаила Старостина, Куяры Шапошникова и Валериана Васильева, Леи Сипцева, Михаила Носова и других. Помимо них еще выставлены 3 произведения известного российского художника Элия Белютина. Молодые якутские художники графики, они выставили свои графические серии, выполненные в разных техниках. И очень отрадно, что такие мероприятия часто проходят в нашем любимом городе Якутске. Параллельно на площади проводились открытые лекции о положении музеев в современном мире и их взаимодействии с городом. До 20 века музей и город существовали как 2 равнозначных субъекта и друг другом не интересовались. Музей не предпринимал попытки выйти за свои пределы. Сегодня музеи активно пытаются установить связи с городской средой. Город и музей ищут точки соприкосновения, пытаются установить диалог. С лекцией «Культурное пространство северного города. Параметры притяжения» выступила доктор-искусствовед, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской академии художеств. Я очень рада, что я приехала в Якутск и побывала на замечательном мероприятии, которое имеет общегородское значение и которое направлено на создание и улучшение архитектурно-художественной среды наших северных городов. Причем обсуждаются многие проблемы. Проблемы музеев в городе, проблемы искусства в городе, проблемы комфортного проживания северян в своих регионах. Мне кажется, это очень важно, поскольку это обсуждается очень широким кругом специалистов и, безусловно, принесет в результате помощь и поддержку горожанам, которые, вероятно, в своем ежедневном
бытии, в своем ежедневном труде, может быть, не замечают многих событий, которые происходят в городе. А этот фестиваль очень значимый. Ну, фестиваль – это мероприятие, которое проводится в городе. Мне кажется, что реальные практические дела, которые последуют за этим теоретическим осмыслением и обоснованием, будут важны для всех горожан. Новый формат взаимодействия городских сообществ, предпринимателей и представителей креативных профессий на примере пространства коллективной работы «Точка кипения» провел программный директор пространства коллективной работы «Точка кипения» Якутск. Сегодня я в рамках форума городских сообществ рассказывал такую тему, как новая модель взаимодействия сообществ, предпринимателей и представителей креативных профессий на примере пространства коллективной работы «Точка кипения». Значит, здесь мне удалось донести до людей, как я надеюсь, что я донес, какие вот форматы взаимодействия необходимы для развития нашей городской среды, комфортной среды, среды комфортной в сельских поселениях, да, и какие тренды вообще происходят, и что будет в будущем, да, и к чему нужно стремиться. И наш формат, который мы создаем в городе Якутске, и, кстати говоря, таких пространств по России уже 14 на сегодняшний день, у нас будет 15-я точка кипения. И данный формат, он позволит сообществам как бы заявить о себе, решать свои боли, задачи, которые, да, они ставят перед собой, привлекать единомышленников, привлекать внимание тех, у кого есть ресурсы, это независимо бизнес, власть, наука и так далее, да, предпринимателям находить своих партнеров, находить новых людей в команду, инвесторов, если нужно, да, креативным людям заниматься своими проектами на этой площадке и также заявлять о себе и проводить разного рода мероприятия, инициировать разные проекты, которые у всех у них есть и у нас есть. Вот. Поэтому на сегодняшней площадке, на форуме я в рамках своей открытой лекции рассказал, осветил, что делается и что будет. Значит, точка кипения открывается 7-8 сентября и находится по адресу проспект Ленина 1 в здании будущего IT-парка. Мы находимся на 2-м этаже, и у нас можно проводить различные мероприятия, это все бесплатно, главное, чтобы они были некоммерческие и соответствовали нашей повестке точки кипения. У них, ну, этих точек у всех свои повестки, да, и у нас направление, повестка, да, есть треки развития, они связаны с цифровым развитием, креативными индустриями, городской средой, наукой, технологией, инновациями, новыми моделями образования и развитием территории. То есть мы готовы говорить практически со всеми, поэтому мы вас приглашаем, посещайте, приходите. Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Инстаграме, ТК Якутск. Также предлагаю, да, вам с нами связываться через платформу leaderid.ru. Регистрируйтесь, очень полезная штука для тех людей, кто хочет развиваться, развивать свои компетенции. И ждем вас на открытии. В завершении первого дня гости и участники форума познакомились с работой детского музыкального лагеря Just Play и услышали живую музыку в исполнении воспитанников лагеря. На следующий день по программе форума городских сообществ «Городская культура» состоялась проектная сессия, где модератором выступил продюсер городских проектов города Хабаровска Евгений Мишталь. Потенциал города вообще, я думаю, он большой очень. И действительно и Якутск, и Хабаровск чем-то похоже. Есть такое пересечение, но здесь такой важный момент, что вообще любые изменения в городе, любое развитие города возможно только вместе с горожанами. И, соответственно, вот это тоже общее у Хабаровска и Якутска, что многие жители города, они ждут, что кто-то придет и что-то изменит. Но вот проводя подобные мероприятия, мы показываем, что на самом деле все зависит от нас с вами. Если мы будем что-то делать, то, собственно, будет что-то и меняться. Вот. И чем больше мы будем проявлять активность, чем больше мы будем становиться
понятными для жителей, то есть я, вы и так далее, понятными для всех, то тем проще нам будет добиваться каких-то результатов. Здесь собралась та самая группа людей, которая заинтересована в развитии города, в его позитивных изменениях. Создаваемые городские проекты должны быть направлены на решение конкретных задач. В неформальной обстановке участники сессии обсудили потребности и конфликты, существующие у жителей города, и их пути решения.